Вопрос. Монголы Чингисхана были тюрками? По мнению исследователей, монгол – это тюркское слово и означает «мэнгэ-ель». Современные монголы не называют себя монголами. Современное слово «монгол» – это название новой нации и гражданства. Народ, который в основном проживает в Монголии, этнический халха. Ученые-исследователи считают, что арабские, китайские, западноевропейские и русские историки совершили ошибку, посчитав, что монгол – это название этноса. В реальности это название нескольких тюркоязычных народов, объединенных Чингисханом под его знамена. Так же как индийцы, не один народ. Первое. Уйгурская письменность, общий для понимания тюркский язык, стала языком официальных документов империи. Второе. При раскопках золотоордынских городищ археологи не нашли ни одной монеты на современном монгольском языке, но часто встречаются тюркские надписи. Третье. Русские позаимствовали у завоевателей и их потомков много слов, но все они тюркские. Четвертое. Имена предков и потомков Чингисхана, а также его родственников и соратников имеют тюркское происхождение. Речь халха-монголов легла в основу литературного монгольского языка. Он сложился в XVI-XVII веках на основе смещения тюркских языков коренного населения и тунгуса-маньчжурских наречий. Но современный монгольский язык сильно отличается от тюркских языков. Из 40 тысяч слов только 3000 с общими корнями и 600 с общими аффиксами. И лексическое совпадение тоже невелико. После того, как потомки Чингисхана покинули Монголию, чтобы покорять другие земли, численность коренного народа по летописям тех времен составляла около 60 тысяч, и их покорили тунгуса-маньчжурские народы, которые сначала объединились и стали называть себя халха, а после оттеснили и ассимилировали монголов Чингисхана. По мнению историков, изначально в состав армии Чингисхана вошли две этнические группы. К первым себя причисляли тайджуты, уруды, манкуды, джаджираты, баруласы, барины, дурбаны, салджиуты и катажины. Во вторую группу входили сулдусы, икирасы, арулаты, байуаты, короласы, конгираты, онгираты и конграды. Затем к ним были присоединены и другие народы: жалаиры, найманы, онгуты, кирииты, миркиты, уйгуры и другие. Практически все они были тюркоязычными, но не все. К примеру, миркиты, присоединенные к войску Чингисхана, могли иметь тунгуса-маньчжурское происхождение и, возможно, имеют родство с эвенками и юкагирами. Поэтому вопрос об этническом происхождении великих завоевателей VIII века до сих пор открыт.